В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшек Шара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. С новым паспортом через границу. Знаем ли мы об этом? Спецрепортаж программы. Привлеченных должностных лиц к уголовной ответственности пока нет. Генпрокуратура о факте взрыва на складах Минобороны в августе. Показать возможности туристического бизнеса. Первая форум-выставка «Визит Апсны» пройдет в Сухуми. С 1 января 2018 года граждане Абхазии могут пересекать абхазо-российскую границу с общегражданским внутренним паспортом нового поколения. А старые нужно обменять до 31 декабря текущего года. Знают ли наши граждане об этом и на какой стадии находится процесс замены паспортов? В этом разбиралась Рената Шакая. С начала 2018 года абхазо-российскую границу можно переходить с внутренним общегражданским паспортом нового образца в соответствии с положением номер 2 соглашения между правительствами Абхазии и России о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран от 2 октября 2009 года. Общегражданский внутренний паспорт гражданина Республики Абхазия, отвечающий международным стандартам степени защиты, включен в перечень действующих документов граждан Абхазии, удостоверяющих их личность и подтверждающих гражданство их владельцев на территории России. В соответствии со статьей 9 соглашения в случае введения новых документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство их владельцев или внесения изменений в действующие документы, стороны по дипломатическим каналам обмениваются их образцами. Обменялись ли стороны образцом нового общегражданского внутреннего паспорта гражданина республики? С этим вопросом мы обратились в посольство России в Абхазии. В ответ на наше письмо посол России в Абхазии Семен Григорьев отметил, что российской стороной были получены образцы нового общегражданского паспорта гражданина Республики Абхазия. После соответствующего рассмотрения было принято решение о том, что граждане Республики Абхазия могут пересекать государственную границу между Россией и Абхазией по общегражданским внутренним паспортам Республики Абхазия нового поколения. Об этом абхазская сторона была проинформирована нотой консульского департамента МИД России. В 2016 году Абхазия изыскала средства для изготовления общегражданского паспорта, внутреннего паспорта, который отвечал бы всем международным стандартам и обладал бы степенями защиты. И одновременно с этим российская сторона была проинформирована о том, что данный документ выпущен, уже находится в обороте. И с российской стороны, конечно же, была тоже проведена необходимая работа. И уже в 2018 году мы в нотном порядке Министерство иностранных дел Республики Абхазия получило официальное уведомление о том, что все компетентные органы Российской Федерации, прежде всего погрануправление, обладают образцами нашего общегражданского внутреннего паспорта. И это означает, что с января 2018 года граждане Республики Абхазия, оформившие общегражданский внутренний паспорт, могут спокойно пересекать абхазо-российскую государственную границу. Наша съемочная группа отправилась на абхазо-российскую границу, чтобы узнать, как действует это решение на практике. Мы убедились, что очень мало кто знает о том, что уже 1 января можно переходить границу по новым внутренним абхазским паспортам. И все же мы нашли несколько человек, которые уже не раз пересекали границу с новым паспортом. С их слов об этом они узнали неделю назад и решили при переходе границы показать не синий паспорт, а зеленый внутренний нового поколения. Границу пересекли без всяких проблем. Я получил паспорт осенью этого года, начал переходить позавчера. Когда границу переходили, были ли какие-нибудь проблемы? Никаких проблем не было, просто занесли на базу данных. Удобно всего 2 росписи нужны, 2 подписи нужны, больше никаких проблем. Новый образец паспорта был отпечатан в российском госзнаке. Документ обладает высокой износостойкостью и прочностью. Защита документа и персональных данных владельца паспорта обеспечивается применением современных защитных технологий, включая эксклюзивные защитные признаки, разработанные специально для этого документа. Согласно постановлению Кабинета министров республики, произвести обмен старых паспортов на новые необходимо до 31 декабря 2018 года.
На сегодняшний день общегражданские паспорта отпечатано в количестве 58 480 штук экземпляров. Принято заявлений от населения 63 703 человека. Выдано на руки 51 668 бланков паспортов. Также не востребованы и не взяты лежат на местах 5818 паспортов. Пользуясь случаем, хотелось бы очень попросить граждан, которые прибыли на обмен, чтобы в ближайшее время забрали свои паспорта. А что касается вида на жительство, то по этому документу пересекают границу по реке Ингур в основном жители Галского района Абхазии. За этот период по районам выдано 2222 вида на жительство. На обработке находится 3325 видов на жительство. Также хотелось бы особо отметить, что данные виды на жительство являются качественно изготовленными. Сегодня паспортные службы по всей стране активизировали свою работу. Для получения паспорта нового образца минимизирован процесс сбора документов, налажена современная электронная база данных граждан. Сотрудники работают по принципу одного окна. Безусловно, Сухум – самый густонаселенный город страны, поэтому в столице паспортисты работают в особом режиме. Для удобства граждан создан дежурный кабинет, который работает до 8 часов и субботу. Мы стараемся пригласить в вечернее время граждан, которым сложно стоять в очереди. Это лица, которым за 60, инвалидов. Чтобы избежать больших очередей в паспортных отделах столицы, паспортисты приглашают граждан для получения паспорта в определенное время, оповещая их по телефону. Пенсионеры и льготные группы граждан обслуживаются до 8 вечера каждый будний день и в субботу по индивидуальному графику. Граждане Абхазии, которые еще не заменили старые паспорта на новые, должны завершить процесс замены до 31 декабря текущего года. Рената Шакай, Сайду Гухава, Абхазское телевидение. Сегодня министр экономики Адгур Ардзанба провел встречу с российским предпринимателем Михаилом Пановым, сообщает пресс-служба Министерства экономики. Встреча организована по инициативе Минэкономики для выяснения всех обстоятельств, сложившихся вокруг предприятия по производству пластиковых труб СПС «Кавказ», учредителем которого является Михаил Панов. Предприниматель обратился в Министерство экономики, чтобы получить содействие в разрешении конфликтной ситуации между ним, с одной стороны, и его бывшим наемным работником Романом Герия и директором дилерской компании, осуществляющей продажу производимой СПС «Кавказ» продукции Саидом Лакоба, с другой стороны. Выслушав позицию Михаила Панова, Адгур Ардзанба принял решение изучить подробно ситуацию и оказать соответствующие полномочия Министерства экономики содействие в ее разрешении. Генеральная прокуратура Абхазии опубликовала на своем официальном сайте информацию по расследованию уголовного дела по факту взрыва на складе ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны Республики, произошедшего 2 августа 2017 года в селе Приморское. Как отмечается в сообщении, предварительная причина взрыва – нарушение правил хранения боеприпасов, представляющих повышенную опасность для окружающих. В результате произошли 2 взрыва взрывных устройств, которые детонировали хранимые крупнокалиберные снаряды и другие боеприпасы в большом количестве, вследствие которого произошло возгорание складского помещения, способствовавшего в дальнейшем взрывам снарядов различной классификации. В результате происшествия 2 граждан Российской Федерации, Полякова и Тимофеева, жительницы города Санкт-Петербург, находившиеся на туристическом отдыхе вблизи сероводородного источника в селе Приморское, погибли от полученных телесных повреждений. Еще около 64 человек, 35 из которых граждане Российской Федерации, остальные граждане Республики Абхазия, с различной степенью тяжести были доставлены в различные лечебные учреждения Абхазии.
По данному факту военной прокуратурой республики 2 августа 2017 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 358 Уголовного кодекса «Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих». Из собранных за это время материалов уголовного дела установлено, что 1 августа 2017 года, согласно приказам министра обороны, в селе Приморское были начаты работы по ремонту кровли склада ракетно-артиллерийского и инженерного вооружения. В целях безопасности было принято решение, не разбирая старый настил крыши, бетонно-цинкарное перекрытие, поверх уложить деревянный настил, который крепился анкерными болтами к старому основанию крыши. Внутри склада никаких работ с использованием электроприборов, со слов проводивших работы, не проводилось. Анкерные болты устанавливались с помощью перфоратора, для питания которого был подведен электрический провод 220 вольт от светового столба, установленного поблизости. В связи с жаркими погодными условиями ремонтные работы 2 августа 2017 года были приостановлены в 11 часов 45 минут. Как отмечается в информационном сообщении Генпрокуратуры, в настоящее время предварительным следствием привлеченных должностных лиц к уголовной ответственности нет, в связи с тем, что невозможно провести тщательный осмотр места происшествия. С 15 августа 2017 года к работам по разминированию привлечены сотрудники Hello Trust. В настоящее время разминирование проводят 16 сотрудников данной организации. Общая площадь поражения в результате взрывов составила более 4,5 миллионов квадратных метров, дальность от эпицентра 1200 метров. По уголовному делу 6 августа 2017 года назначена взрывотехническая экспертиза с привлечением специалистов-взрывотехников из России. Однако в ближайшее время до расчистки кратера от неразорвавшихся боеприпасов приступить к работам невозможно из соображений безопасности. Примерный срок очистки территории кратера – конец 2018 года. Без получения результатов взрывотехнической экспертизы, которая установит причины взрыва, и без тщательного осмотра места происшествия, расследование уголовного дела с привлечением к уголовной ответственности лиц невозможно, отмечается в сообщении Генпрокуратуры. Примерное количество неразорвавшихся снарядов составляет 80 тысяч единиц. При этом под понятием «снаряд» в данном случае имеется в виду любая частица снаряда, имеющая заряд, в том числе и самые мелкие взрыватели. С августа 2017 по настоящее время утилизировано более 20 тысяч боеприпасов. В местах наибольшей концентрации неразорвавшихся снарядов обеспечивается охрана. Однако в настоящее время остается неочищенной лесная зона, отмечается в информации Генеральной прокуратуры Абхазии. Начальник управления общественной безопасности Министерства внутренних дел Абхазии, полковник милиции Рауль Смыр, награжден орденом Ахидз-Апша 3-й степени за многолетнюю службу в органах внутренних дел Республики Абхазия и высокий профессионализм. Соответствующий указ подписал президент Рауль Хаджимба. Глава государства лично поздравил Рауля Смыр с юбилеем и поблагодарил за его работу в органах внутренних дел Республики. В Тхуарчале продолжается реконструкция моста по улице Геджирская. Долгое время мост, соединявший один из районов с городом, находился в аварийном состоянии. Работы по строительству моста были начаты компанией «Абхазберегозащита» около месяца назад. По словам сотрудников компании, практически с нуля. После строительства моста планируется провести и масштабные работы по очистке русла реки. Первая туристическая форум-выставка «Визит Апсна» пройдет с 7 по 10 марта в Сухуми. «Визит Апсна» – это возможность для бизнеса, работающего в сфере туризма, максимально эффективно представить направления и услуги, увеличить количество деловых контактов, повысить узнаваемость бренда и укрепить имидж, обсудить острые вопросы бизнеса. В рамках «Визит Апсна» будет проведен первый фестиваль цветения мимозы и традиционная ярмарка-продажа, где каждый желающий сможет приобрести работы абхазских мастеров. В данный момент мы привлекаем внимание к себе. То есть это есть уникальная возможность у туристического бизнеса, у ательеров, у рестораторов, у тех, кто предлагает какие-то услуги туристические в Республике Абхазия, показать себя, представить себя, рассказать, что у них есть, найти себе партнеров. Такая будет большая площадка для общения, обмена мнениями, а также для привлечения бизнес-партнеров в дальнейшем. Для того, чтобы показать, что у нас очень красиво и очень тепло, и очень хорошо можно отдыхать именно зимой, весной, осенью.
20 марта в Москве при поддержке московской абхазской диаспоры состоится показ исторической драмы «Келешбей» по одноименной пьесе писателя Анзора Мукба, постановке режиссера Шалвы Гицба и исполнении актеров Абхазского государственного молодежного театра. Показ спектакля приурочен к 60-летнему юбилею московской абхазской диаспоры. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 4-9, днем плюс 12-17 градусов. Температура морской воды плюс 10 градусов. Это все новости к этому часу. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире. Всего доброго.